Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Российская военная кампания на Ближнем Востоке завершена. Президент Путин отдал приказ министру обороны начать вывод войск из Сирии. Задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены. История одной няни. Как изменилась жизнь уроженки Узбекистана, работающей няней в одной из московских семей, после недавней трагедии у метро «Октябрьское поле». Не может здесь находиться, нормально и спокойно работать не могут. Почему так всегда? Из-за чужих страдают другие. Начало милицейской реформы в Кыргызстане. Дозорную службу и ГАИ решено объединить в патрульную милицию. Две службы в одном едином будут работать по обеспечению дорожного движения и также по охране общественного порядка. Парижский ресторан центральной азиатской кухни включен в мишленовский справочник. Тяжело ли добиться такого признания в столице мировой кулинарии? Начинала я буквально с помощника убирать столы и тому подобное. И потом вот со временем уже доросла до того, что свой бизнес открыла. Россия выводит свои войска из Сирии. Первые самолеты с военными и техническим персоналом на борту берут курс на свои базы в России. 5,5 месяцев борьбы с терроризмом, как это понимала Москва, завершены. Кратко о том, что произошло за это время. Приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. При участии российской военной группировки, сирийским войскам и патриотическим силам Сирии удалось кардинальным образом переломить ситуацию в борьбе с международным терроризмом. Военная кампания Кремля в Сирии – это не только рост числа беженцев, но и, по подсчетам наблюдателей лондонской организации Syrian Observatory for Human Rights, около 1700 убитых мирных жителей. Министерство обороны России эту информацию неизменно опровергало. Как сегодняшнюю новость восприняли сирийские беженцы? Наш корреспондент пообщался с теми, кто, спасая свои жизни, был вынужден искать приюта на территории соседней Турции. По-моему, вывод российских войск – это политический сигнал странам Запада. Ясно, что в России сейчас экономический кризис. Но если бы кризис был настоящей причиной вывода, то они бы этот вывод не объявляли. Они бы просто сократили количество военных ударов и объем военных операций. Это сигнал того, что Россия как бы поддерживает мирный процесс и не принимает участие в сирийской войне. А война еще не закончилась, она продолжается. Думаю, что можно сказать, что Россия выводит войска из Сирии из добрых побуждений. Нравится вам или нет, это решение было принято президентом России. Возможно, российские операции завершились, потому что наступило перемирие. Может быть, решение о выводе российских войск всех удивило, но я думаю, что это часть международных договоренностей между региональными и мировыми державами. В этом смысле мы, сирийцы, даже не решаем нашу собственную судьбу. Думаю, трудно сказать, что это положит конец войне. Этот кризис может продолжаться еще несколько лет. Однако из-за вывода российских войск, возможно, в Сирии воевать станут меньше. Впрочем, за утренними сообщениями об окончании операции Кремля следует уточнение Минобороны. Сокращается группировка сил, однако авиаудары по террористам в Сирии не прекращаются. Каких целей достигла Москва в Сирии? Какие проблемы так и остались нерешенными? Режим Асада в общем в военном отношении безнадежен. И поэтому дальнейшее продолжение, оно приведет либо к втягиванию России уже в наземную операцию, либо это будет вот такое бессмысленное продолжение бомбардировок. Но с Игилом будет происходить то же самое, что и до нашего прихода, да, до прихода российской авиации. Невозможно без наземного наступления взять города, и невозможно перебить всех, если постоянно новый поток новых желающих воевать. В ситуации, когда
российское Министерство обороны уже сокращает свой бюджет на 160 миллиардов рублей. Видимо, лишних денег на эти бомбы тоже не хватает. Операция на данном своем этапе, она утратила смысл для Кремля. Когда перемирие все-таки рухнет, расчет, судя по всему, состоит в том, что вновь обратятся к России с просьбой «приведите в чувство Асада». Вот тут Кремль может потребовать плату и высокую плату. Ситуация в Донбассе обостряется, и в Украине ждут возможного российского или террористического наступления. И понятно, что воевать на двух фронтах Путин не может, и вполне возможно, что просто он собирается предпринять какие-то акции в Украине. Но что из этого выйдет, сказать пока трудно. Уже почти 2 года у боевиков ИГИЛ в плену находятся сотни езидских женщин и девочек. Там они подвергаются жестокому насилию. Те, кому удается сбежать, открыто рассказывают о пережитом ужасе, чтобы вопрос спасения похищенных в Ираке женщин был поднят на мировой уровень. Репортаж наших коллег из «Голоса Америки». Нахид Баракат Лавси, 17 лет. В 2014 году боевики ИГИЛ вошли в ее село на севере Ирака, перебили мужчин и похитили 28 членов ее семьи. Самое страшное с нами случилось в Мосуле. Девочек насиловали постоянно, их разлучали с близкими, а потом их отдали главарям. Нас избивали и насиловали на протяжении 2 недель. Потом на меня положил глаз один из командиров и перевез в другое место. Похититель Нахид был убит, и девушку продали другому боевику ИГИЛ. Она забеременела и родила мальчика. Мне помог один человек, дав свой сотовый телефон. Я смогла дозвониться до своей семьи, а потом убежать из плена. Но мне пришлось оставить своего малыша у боевиков. Подобные чудовищные психические травмы часто остаются без должного внимания. Но сегодня Нихад оказывает психологическую поддержку сотрудники фонда «Амар». Эта гуманитарная организация собирает средства на подготовку психологов в Ираке. Эти люди перенесли столько всего, что не поддается забвению. На их глазах убивали, на их глазах тела рубили на куски и разбрасывали. Они слышали крики и плач своих матерей, сестер и близких. Нам необходимо наладить всестороннее сотрудничество с различными партнерами, чтобы запустить полноценную программу реабилитации. Сотни езидских женщин и девочек до сих пор остаются в плену у боевиков. На этой неделе в ряде городов прошли акции в их поддержку. Мы хотим сказать международному сообществу, что оно должно сделать что-то, чтобы вернуть нам наших матерей и сестер, чтобы оно спасло езидских женщин из рук террористов. С момента похищения прошло уже 2 года, но эту проблему мир игнорирует. Нихад стремится привлечь внимание к судьбам пленных езидок, рассказывая о своей судьбе. Боль этой юной девушки, когда она вспоминает ужасы пережитого насилия, видна и понятна всем, кто услышал Нихад. Одна из московских семей, где няней работает уроженка Узбекистана, не смогла отказаться от ее услуг. После истории жестокого убийства 4-летней девочки узбекскую няню сперва попросили уйти, но вскоре вернули обратно. Наш корреспондент Александр Кулыгин провел день в семье, для которой землячка печально известной няни с Октябрьского поля стала практически родным человеком. А как зовут твоего динозавра? Как зовут? Дайте колготки в стирку. Как? Погромче. Екс. Екс зовут нашего динозавра. С появлением в доме Зои Юлдашевой 3-летний Микаэль начал наконец говорить. Мама вздохнула с облегчением. Меньше тревог, проще общаться с сыном. Мама у Микаэля инвалид по зрению. А если уж совсем без обиняков, мама у Микаэля слепая. Покажи маме. Вот он уже знает, как показать маме. Покажи маме, где глазки у него. Покажи. Глазки покажи. Вот. Это у твои глазки, а у паука покажи где. Вот он берет мою руку, видите? И показывает. Вот, да. У мальчика была задержка в речевом развитии. Это беспокоило маму. Но она целиком положилась на Зою. Зоя, кого хочешь, разговорит. Няня ее призвание, дети ее любовь. Я отсталась. Я считаю, что благодаря вот няням из Азии у меня ребенок легкий нравом, потому что люди общительные. Наш народ, он немножко закрытый. И вот, когда у меня малыш родился, мне немножко... Я за тобой, сынок! Врачи говорили, что его надо тормошить, он немножко был вялый. И я была рада, что у меня была няня из Азии, потому что она приглашала гостей каких-то, гуляла, общалась много.
О драме на Октябрьском поле Лена узнала раньше Зои. У Лены как раз был день рождения, и она попросила няню приехать пораньше. Голос у именинницы в телефонной трубке был тусклый. Только что она проводила подруг, с которыми уже обсудила происшедшее. Первая реакция была ужасная. Так как у меня няня, ребенок, мне было аж дурно просто. Ничего не подозревая, Зоя купила цветы, торт и отправилась в гости. Там и узнала новость. Няня-узбечка убила ребенка. А Зоя, хоть и наполовину, тоже узбечка. Я говорю, это не может быть, потому что узбеки не способны такого, потому что я не верила. Уже вечером Зоя увидела чуть ли не единственный мелькнувший в телевизоре сюжет на эту тему. Муж, с которым она снимает комнату в доме на соседней улице, водитель снегоуборочной машины, тоже узбек, был в ярости. В букет отборного русского мата вклинилось только одно литературное слово – депортация. А он же узбек у меня. Вот наши вот испортили вот это все, не может здесь находиться, нормально и спокойно работать не могут. Почему так всегда? Из-за чужих страдают другие. Опасения мужа отчасти подтвердились. Лена решила отказаться от услуг Зои. 2 недели стали испытанием не столько для Микаэля, сколько для мамы. Никого, кроме Зои, мальчик видеть не желал. Мама сдалась, Зоя вернулась. Кого ты любишь? Скажи, пожалуйста, мне. Маму любишь? Зоя. Зоя. Александр Кулыгин. Настоящее время. Москва. Обнимашки. Далее в программе. Начало милицейской реформы в Кыргызстане. Дозорную службу и ГАИ решено объединить в патрульную милицию. 2 службы в одном едином будут работать по обеспечению дорожного движения и также по охране общественного порядка. Парижский ресторан центральной азиатской кухни включен в мишленовский справочник. Тяжело ли добиться такого признания в столице мировой кулинарии? Начинала я буквально с помощника убирать столы и тому подобное. И потом вот со временем уже доросла до того, что свой бизнес открыла. В Кыргызстане в рамках масштабного проекта «Безопасный город» создается патрульная милиция, которая объединит патрульную службу и ГАИ. Таким образом будет обеспечиваться не только правопорядок и безопасность на дорогах, но и планируется повысить доверие жителей республики к милиционерам. О новых реформах кыргызстанского МВД в репортаже нашего корреспондента Адилета Бектурсунова. В Кыргызстане взялись воспитывать настоящих милиционеров, всегда чистых, выбритых, подтянутых и свежих. Основа новых реформ – создание патрульной милиции, слияние дозорной службы и ГАИ. Сейчас 2 службы в одном едином будут работать по обеспечению дорожного движения и также по охране общественного порядка. На фотографиях образцы новой формы обновленной милиции. Широкой публике амуницию покажут в апреле. Их сейчас по спецзаказу изготавливают в местных швейных цехах. Известно, что поменяются нагрудные значки, появится устройство видеофиксации. При несении службы она будет вот на форменной одежде у сотрудника, включенная, и всю деятельность этого сотрудника и общение с участником дорожного движения, нашими гражданами, будут фиксироваться на это видеорегистратор. Обновленная милиция начнет патрулировать столичные дороги на новеньких российских «Ладах». Часть техники уже завезли и забрендировали. Некоторые участки милиционеры будут патрулировать пешком. Следить за порядком на дорогах пока будут по старинке. Инспекторов жезлом никто не отменял. Вот это слово «не будут стоять», «не будут обеспечивать безопасность дорожного движения», это уже по руку будет нашим злостным нарушителям правил дорожного движения, которые не соблюдают правила, как хотят ездить и так далее. Реформы в милиции – часть масштабного проекта «Безопасный город». Программа была инициирована правительством еще в прошлом году. По сути, это тотальное видеослежение всех крупных автодорог. Испытания проекта уже начались на одном из проспектов Бишкека. Проект функционирует всего 2 недели, и поэтому сейчас ожидать, что все пойдут платить, тоже преждевременно. Надо чуть-чуть подождать и проанализировать. Камеры слежения за неделю выявили более 100 тысяч нарушений правил дорожного движения. По номеру машины компьютер пробивает штрафы, их владельцев уведомляет по почте. Но собирать взыскания в полной мере пока не получается. В стране можно управлять автомобилем без регистрации. Вы меня извините, доверенность мы отменили же 3 года тому назад или 2 года, да? Например, человек есть в доверенности, собственник другой. А потом
какие ресурсы необходимы, чтобы найти собственника, проживающего, скажем, в городе или по всей стране. Мы же почти что уничтожили систему прописок. Эффективная и справедливая милиция. Образ пока еще из разряда нечто фантастическое. Недавнее исследование показало, доверие граждан к отечественной милиции на ничтожно низком уровне. Поэтому реформы, хоть и определены на бумаге, сотрудникам предстоит немало потрудиться, чтобы заработать доверие. Адилет Бектурсунов, Азат Нтымаков, Улан Сналиев. Для настоящего времени. Нидерланды проведут референдум по вопросу ассоциации Украины с Евросоюзом. Это единственная страна, где документ выносится на всенародное голосование. После крушения сбитого Боинга рейса MH17 в Голландии про Украину знает каждый. Но про референдум в этой стране известно не всем. Тогда украинцы решили сами рассказать жителям Нидерландов о себе. Ирина Сандуляк продолжит. Привет, меня зовут Игорь. Я профессор факультета истории Львовского национального университета. А дальше известный во Львове историк и гид рассказывает, как удивляются иностранные, особенно западноевропейские туристы, попав в общем-то, привычное для них архитектурное и культурное окружение. Я отвечаю, это просто другая часть Европы. Это европейская цивилизация, но на Востоке. Записав свое видео, Игорь присоединился к общественной кампании «Так изъя». Его цель накануне референдума в Голландии словами рядовых украинцев рассказать таким же голландцам, что Украина – это европейская страна, которую нужно поддержать в желании жить достойно. Ребята, вы ведь приезжали к нам на Евро-2012, и мы прекрасно провели время, поэтому поддержите Украину. Сейчас мы переживаем российскую агрессию, и нам, как никогда раньше, нужна ваша поддержка. Это совместная идея голландцев, которые работают в Украине, и их местных друзей. Они считают, за 3 недели до референдума нужен именно диалог между гражданами обеих стран, пусть даже виртуальный. Только таким мы видим единственный путь мотивировать людей пойти проголосовать и сказать «да» Украине. Говорить про общность людей, про похожие проблемы, которые есть у нас. Разместить свое короткое обращение на английском или голландском языках на интернет-странице проекта может каждый. Инициаторы ожидают собрать минимум 5000 таких роликов, чтобы показать как можно больше людей и мнений. Эксперты признают, сторонникам евроинтеграции Украины придется очень постараться, ведь момент для референдума сейчас не очень удачный. То есть те, кто готов сказать «нет» на референдуме, они не против лично Украины, они против брюссельской политики, например, по беженцам. По мнению дипломата с 20-летним опытом общения с голландцами, Украина не занималась своим продвижением в Европе, а в Голландии сильны евроскептики. И теперь за очень короткое время голландским сторонникам евроинтеграции Украины придется фактически изменить общественное мнение с помощью исключительно рядовых украинцев. Это на самом деле шанс для людей здесь построить нормальную страну с нормальной экономикой, через договор об ассоциации, с нормальной политической системой, и здесь остаться и работать, и жить нормально в своей стране. Проигнорировать результаты референдума правительство и парламент Нидерландов смогут лишь в том случае, если явка избирателей будет минимальной, чуть больше 30%. Пока по февральским опросам побеждают евроскептики. Но те же данные показывают, половина голландцев вообще не знают про референдум, а еще часть не определилась, как голосовать. Именно их и попытаются убедить словами обычных граждан Украины. Дарья Соловьева, Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина. Ресторан казахской кухни в Париже включен в гид «Мишлен». Это первый ресторан центральноазиатской кухни, который попал в знаменитый справочник. Ресторанный бизнес во Франции – самый конкурентный сектор экономики, и получить признание в мировой столице кулинарии – достижение из разряда феноменальных. Как казахские блюда покорили изысканных экспертов «Мишлен» в репортаже Гуласал Камоловой. Уроженка Алматы Гаухар Асьон в Париже живет уже 16 лет. За эти годы она успела выйти замуж за француза, родить сына, а также открыть ресторан русской центральноазиатской кухни. Сегодня ресторан «Ше Мадемуазель» вошел в известный справочник «Гид Мишлена». Приехав сюда и не владея языком, у вас стоит небольшой перед вами выбор. И мой выбор пал на ресторанский бизнес в качестве абсолютно обычного, значит, рабочего, можно сказать, даже чернорабочего в этой сфере. Но готовить я любила всегда, и готовлю я с 7 лет, то есть еще ребенком будучи. Поэтому вот так вот получилось, что начинала я буквально с помощника убирать столы и тому подобное, и потом вот со временем
уже доросла до того, что свой бизнес открыла. Ну, это очень долгая история. Открыть свой ресторан в Париже довольно трудное дело. В этом Гаухар помог ее муж Лоран Ассион. Благодаря большим усилиям со стороны моего мужа Лорана, наконец-то увидела свет, значит, казахский ресторан в Париже, потому что я вам хочу сказать, что бюрократия – это все-таки французское слово, и Лоран пробивал полностью все от начала и до конца, и является членом, кстати, ассоциации казахстанцев во Франции, и считает уже себя практически казахом. Гаухар Ассион является шеф-поваром ресторана. Все блюда готовит сама. По ее словам, при подготовке центральноазиатских блюд нет никаких проблем с поиском ингредиентов в Париже. Здесь можно самим делать хазы, и конина здесь великолепная, и баранина здесь великолепная. И французы очень похожи с казахами, именно из Центральной Азии вообще. С людьми у них связывает то, что они любители баранины очень большие. Вот уже более 100 лет издается влиятельный и известный ресторанный рейтинг «Красный гид Мишлена». И страной-рекордсменом по звездным ресторанам является именно Франция. По словам Гаухар, их ресторан стал первым заведением центральноазиатской кухни в истории Красного гида Мишлена. Гид Мишлена – это своего рода номинация на Оскар. Это не получение самого Оскара, но когда вы номинируетесь, это уже само по себе очень престижно. Поэтому еще больше, естественно, радует тот факт, что мы первые наконец-то сделали прорыв, потому что такой гид всемирно известный, как гид Мишлена, они впервые вообще на своих страницах выпустили, значит, информацию о том, что существует в Центральной Азии кухня. Супруг Гаухар, совладелец ресторана центральноазиатской кухни Лоран Ассион, считает, что войти в справочник «Гид Мишлена» – это мечта, к которой они вместе с супругой шли долгие годы. Я дважды горд. Ведь мы не просто попали в гид Мишлена. Нам это удалось, будучи рестораном не французской, а русской и центральноазиатской кухни. Горжусь своей супругой и тем, как она представляет здесь кухню своей страны. Баян Изим – студентка из Алматы. В Париже живет и учится 3-й год. Она часто приходит в ресторан «Chez Mademoiselle» со своими друзьями. Конечно, мы все готовим, это такое дома, как бы и плов, и казахские блюда, но все равно здесь очень, как бы, ты испытываешь другие ощущения, радость от общения с Гаухар. На стене ресторана «Chez Mademoiselle», кроме прочих сувениров, висит герб Казахстана. Гаухар любит гордо рассказывать о нем. Он является именно тем макетом, который был предоставлен на рассмотрение нашему нынешнему и тогдашнему президенту Нурсултану Назарбаеву. Я очень горжусь, потому что мой дядя Валиханов Шутай Идрисович является автором этого герба. И узнав, что я открываю первый ресторан казахский в Париже, он мне передал с благословением этот герб. Гаухар задевает, что столь престижную победу не разделяет вместе с ней посольство Казахстана во Франции. Вот, к сожалению, посольство Казахстана, они нам даже не позвонили, не поздравили нас. Это, конечно, немножко удручает нас, потому что именно хотелось со стороны наших соотечественников, казахстанцев, казахов, которые здесь, чтобы они как-то нас похвалили, погладили по головке, сказали, мы вами гордимся. Ну, может быть, попозже чуть-чуть. Гулясаль Камалова, Иван Кузьмин. Настоящее время. Париж, Франция. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.